уток. Один вот тут лежит, черок-свистунок. И вторая вот там, черник нырковый. Вот добыл. Но самое интересное то, что вот тут лежит пена, да, у берега. Прямо на поверхности воды. Это говорит о том, что вот только что, либо недавно, да, до моего прихода тут, либо тут лошади пили воду, либо, ну, лесные звери, да. И судя по пене, да, это был, ну, крупный зверь. И, кажется, это была лошадь, да, вот круглая же. Если это круглая, то, скорее всего, это лошади тут воду пили. Если бы этот лось был, да, у него была бы вот заостренная такая форма, ну, вот копыта. Кажется, вот жеребенок. Скорее всего, тут лошади ходят. У нас якутские лошади полудикие, поэтому они в воле вот так ходят все лето. И зимой тоже. И хозяева просто за ними присматривают время от времени. Вот возьму вот ту утку и попытаюсь вот с той стороны подойти, обойти вот это озеро, да, и с той стороны вот подобрать тоже. Он тоже на берегу лежит. Вот экшн камера, к сожалению, замерзла. Я как ни старался его обогреть, вот просто как игрушка висит в моей голове, не включается. Ну, погода довольно прохладная, и экшн камера вот отказывается снимать. Вот набрал вторую утку, хохлатая чернить, хорошая упитанная утка. Вот тут есть перо жировое. Это надо обязательно вот так сделать. Смотрите, что я нашел. Лыжные палки. Вот рукоятка. И вот подножка. Интересно, да? Кто тут бросил, еще вот сломал, да, обе палки. Алюминиевые. Это можно же восстановить как-то, да? Хорошая вещь нашел. Может быть, когда-нибудь с собой заберу. Пусть тут лежит. В хозяйстве пригодится. Отголосок Советского Союза. Кто тут его бросил? История не знает. Вот занервничал, кажется, да? И сломал и выбросил. Ну, в то время тут, во время Советского Союза, все в избытке же было. Изобилие всякого вот хозяйственного товара. Поэтому не жалко, наверное, было такое бросать. Вот лежит вторая утка. Чернить, хохлатая чернить. Постараюсь как-то забрать его. Вот добыл 3 уток, 2 чернити и черок. Второго тут тоже успел добыть, короче. Вот такие дела. Погода пасмурная, вообще все влажно, мокро. Я уже промок, штаны мокрые, вот весь верх мокрый. Смотрите, вот совсем, да? Как так промазал-то, елки-палки. Двух добыл. Одного на месте, второго на лету. И 2 раза промазал. Блин, вообще мокрое, ни хрена не видно. Вот еще подраненная. Сейчас попробую достать его.
Главное, чтобы не улетело. А так хорошо подкрался. Подошел нормально к ним. Доходит. Доходит. Не так глубоко, оказывается. Мог подойти пешком. Вот там только глубоко, а тут можно оставить самому. Да и расставил. О, блин! Ну, местами глубоко, местами не очень. Ну все, достало. Вот хорошие черки. Одного оставил. С контейнером, что ли, блин? Без контейнера же попал. О, хорошая лодка, жирная. Спасибо дедушку Байнаю. Вот так. Ну все, на этом охота заканчивается. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Каждый лес имеет свой дух. И во время охоты, когда мы кушаем, да, мы всегда преподносим им свою пищу. То, что имеется, да, самое лучшее. Обычно это бывает либо оладушки, либо вот хлеб такой, да, с колбасой. Я вот только что преподнес. Это делается для того, чтобы дух леса, дух озера, дух охоты был к нам благосклонен. То есть, чтобы у нас была удача, чтобы не было плохих случаев, трав никаких было, да. Мы всегда вот так, задобряем именно духов. Вот нас так учат с детства. Далее, когда более одного человека охотятся, да, то есть два друга, либо более, да, то есть 3-4, неважно. Хорошо стреляют. В конце охоты и рыбалки, да, принято делить добытую дичь, рыбу поровну. То есть даже если один друг добудет одну утку, либо вообще не добудет, да,
а другой друг добудет, не знаю, там 10 уток, да, они всегда делят поровну, то есть по 5 будет. Это неписанный закон охоты. Каждый якут, охотник это соблюдает.